Самый частый вопрос мы слышим: а можно дешевле? У меня самый частый вопрос — это: а можно дешевле? Любое предложение, не основанное на анализе, это просто пальцем в небо. Я думаю, ты прекрасно меня тут понимаешь. Любое предложение, которое на уровне энтузиазма, на уровне того, что да, я уже 10 раз так делал, нормально сойдет, это пальцем в небо. Всегда. Пальцем в небо это никогда не дает результат. Просто все по наитию, потому что у меня там есть такой-то знакомый, он мне сделает это бесплатно. Тут есть такой-то знакомый, он мне сделает бесплатно. Отсюда вытекает второе. Вот это вот бесплатно. Тарабози, джурабози, вот этот вот пункт. Когда что-то делается бесплатно, это не делается на должном уровне. Я понимаю, что ему вот эта или эта услуга принесет пользу, я 100% ее продам. Ну ладно, 99,9. Персонажи. Привет, друзья! Мы на подкасте «Персонажи». Сегодня у нас в студии человек, который знает все про рекламный ивент-рынок Таджикистана, руководитель маркетингового агентства FOMedia Мухаббат Джумаева. Привет, Мухаббат. Привет. Это сейчас было очень было сделано так, что знает все. На самом деле не все, но мы стараемся. Мухаббат, что я тебя пригласил? Я хотел узнать, поговорить с тобой о маркетинге в Таджикистане, о рынке. На самом деле это как имитация маркетинга или это... То есть маркетинг – это стратегия позиционирования, да, ценности. А у нас это как? Наверное, правильнее будет сказать, у нас это пробуждение. То есть становление правильного маркетинга. Становление маркетинга именно в том формате, где есть анализ, где есть стратегия, где есть правильное позиционирование. То есть, где-то мы вот на первых ступеньках. Что в Таджикистане сегодня вообще можно назвать маркетингом? Где заканчивается реклама и начинается стратегия? Не скажу про Таджикистан в целом, но скажу про позиционирование конкретно нашего агентства, конкретно моей команды, конкретно моего видения. Маркетинг в целом – это анализ, стратегия, позиционирование в любом случае. То есть это база, и она не меняется, где бы мы ни были. Таджикистан – это не Таджикистан, то есть маркетинг в любом случае останется... вот этими 3 главными направлениями, на которых строится все остальное уже. И мы со своей стороны пытаемся это доносить. Не всегда успешно, иногда очень сложно, иногда, наоборот, нас воспринимают так, что глоток свежего воздуха, очень классно, что вы не пришли к нам с тем, что вот разместите вот здесь рекламу, и у вас будет вот это. А мы приходим с огромной кучей вопросов. Был ли у вас такой анализ? Было ли это вот так? Было ли это нет? Давайте мы все-таки начнем вот отсюда. Давайте мы не будем сливать бюджет туда. То есть мы все-таки стараемся хоть, не знаю, в маленьких масштабах. Возможно, то, что мы делаем, это будет выливаться в крупное, потому что коллеги будут также пытаться работать в этом направлении, но мы пытаемся следовать базе маркетинга. Какой частый вопрос от бизнеса вы слышите? Что нам нужно, да? Это просто запостить какой-то пост в Инстаграм? Самый частый вопрос мы слышим: а можно дешевле? У меня самый частый вопрос — это: а можно дешевле? Вот. И потом уже все остальное, а что сделать? Да, примерно понимаю, о чем ты. Часто приходят, с запросами, то есть не по маркетингу в полном его понимании, а с тем, что нам нужен SMM. Вот у нас есть там магазин, вот у нас есть бизнес, и мы решили, что нам нужен SMM. Угу. И тут начинается наша проработка. Либо у нас получается убедить, что вам не нужен SMM, вам нужен маркетинг, вам нужен целый маркетинг, то есть маркетинговое продвижение, вам нужна стратегия, вам нужно понимание. Когда мы находим вот эту точку соприкасания, в итоге это получается очень такая долгосрочная дружба с клиентом, где он получает свою пользу, мы делаем свою работу, зарабатываем. Но на моменте, когда нам говорят: не, давайте просто страничку сделайте, у нас все нормально, у нас так клиентов много, давайте мы только сделаем страничку. Я не скажу, что мы в этом случае отказываемся сразу, нет, нам тоже надо зарабатывать. Мы говорим: ок, но в 90% случаев это получается
очень недолгосрочное сотрудничество. Нами недовольны, мы недовольны, и потом мы как бы перестаем работать. Ну, а как вы это объясняете? Они подписываются на это? В плане, почему перестаем работать или почему что? Одним СММ только не обойдешься? Одним СММ только не обойдешься, потому что, опять же, маркетинг – это стратегия. В первую очередь, это стратегия, которая обладает… Это дорого. Да, это дорого. И как у вас получается убедить? Чаще всего на голых цифрах. То есть на аналитике, что вот здесь, допустим, вот это, вы получаете вот это, да, вот, допустим, вложились 1 рубль, получили там 3 контакта, из которых 1 купил. Чаще всего это вот просто на голых цифрах. В принципе, не пытаемся изобретать там велосипед, да, показывать что-то, внедрять что-то новое. Нет, мы прям очень-очень часто возвращаемся вот к той самой базе. И что мешает рынку, скажем, эволюционировать? Это уровень специалистов или сами владельцы бизнесов? Я больше склоняюсь к тому, что мешает именно вот то предложение, которое дешево. То предложение, когда якобы специалист приходит и говорит, что вот я вам там открою страничку, я сделаю так, что у вас все будет лететь, у вас все будет продаваться, все будет работать. Есть это предложение. И когда есть предложение, которое дешевое, оно всегда будет порождать спрос. А как различить дешевое или дорогое? Я думаю, что любое предложение не совсем правильно дешевое или дорогое, наверное, правильно будет сказать правильное и неправильное. Любое предложение, не основанное на анализе, это просто пальцем в небо. Я думаю, ты прекрасно меня тут понимаешь. Любое предложение, которое на уровне энтузиазма, на уровне того, что да, я уже 10 раз так делал, нормально сойдет, это пальцем в небо. Всегда. А пальцем в небо это никогда не дает результат. Результат дает тогда, когда есть четкий анализ. А анализ дорого стоит? Смотря в сравнении с чем. Скажем, я завожу картошку. Для картошки нет. Нет? Я хочу узнать конкуренты, почем картошку продают. Анализ в зависимости от тех инструментов, которые необходимо задействовать, в зависимости от его долгосрочности, сложности, глубины. Анализ стоит, в целом, да, учитывая к нему отношение, что это дорого. Почему? Потому что не видят, что это дало, да, то есть как бы мы приходим с тем, что уже есть, мы говорим, у вас вот эта вот позиция на рынке, да, там вот то-то, вот сё-то, вот эта аудитория любит то, сё, как бы вроде бы как и все очевидное, но в то же время опирается на действующие цифры, которые вот и служат вот этим фундаментом того, на чем мы дальше идем с рекламой. В целом, я не считаю анализ вообще дорогим удовольствием, потому что это необходимость. Это необходимость, это прям вот must have. Без него смысла нет. Сливание бюджета, вот это дорого. Это бессмысленно. Так же, как у врачей. Да. Без анализа они не принимают. Да. Почему-то вот это мы понимаем, это мы принимаем. Тут как бы пока мы не пойдем, не сдадим 10 анализов, да, врач нам говорит, вам достаточно 5, мы говорим, не-не-не, давай я еще 5 сдам, чтобы точно наверняка знать. А почему-то к маркетингу так не относятся. Когда вы последний раз запускали кампанию, основанную на настоящем инсайте, а не на том, что мы просто хотим продать подороже? Я сейчас прям похвастаюсь. Вот последние 2 года точно вот прям только на основе аналитики, на основе вот продуманной стратегии конкретно под клиента. У нас очень небольшой пакет партнеров. У нас большое количество услуг. И нам получается немного легче, потому что начиная вести ему одно направление, анализируя его, мы уже понимаем второе направление, понимаем третье направление, у нас получается больше до продажи, и мы используем данные, которые были изначально сделаны. Мы либо хитрые, либо везучие, я не знаю. Хорошо. Мухавват, давай поговорим про BTL-акции. Это инструмент или на самом деле это фейк? Работает ли это? Я считаю, что работают все инструменты. Я, наверное, за этот подкаст буду 500 раз повторять слово «анализ», «стратегия», но работает все тогда, когда это изучено. Тогда, когда изучен опыт конкурентов,
удачный, неудачный опыт и так далее. И если это, тоже вот этот промоутер, который стоит, улыбается в супермаркете, продуман с точки зрения позиционирования, то есть он продуман так, что он привлекает внимание целевой аудитории, да, а не тех, кто хочет просто прийти на халяву что-то там забрать, то это работает. Но в BTL, в крупном понимании того, что происходит у нас, того, что и чаще всего клиент требует, и то, что предлагают коллеги в целом, сомневаюсь в том, что он работает. Ну, если, скажем, в компании нету маркетологов, скажем, сам руководитель бизнеса обращается, говорит, мне надо запустить там сэмплинг какой-то. Обращается куда? К агентству? В агентство, да. То есть это проводится просто ради отчета или ради какого-то определенного результата. Он посмотрел, например, на другие компании, на другие бренды, сказал, значит, мне надо тоже так же что-то сделать. Вот это не работает однозначно, потому что там может быть продумано, там может быть именно под определенную целевую, или либо у них он тоже не сработал, но так как не было аналитики, мы этого не знаем. Бывают случаи, когда приходят, просто нам надо вот это сделать, нам надо отчитаться. Бывают и такие моменты. По возможности мы стараемся за это не браться, но не скажу, что мы в 100% случаях отказываем, потому что иногда это наши любимые постоянные клиенты, и мы говорим, ок, ладно. Но в целом, если мы предлагаем как инструмент продвижения именно направление BTL, то это всегда обосновано именно на общей стратегии, то есть в рамках общей стратегии. Это не просто мы вам сделаем BTL, вы нам заплатите, на этом до свидания. Нет, к этому проводится ряд других мероприятий, и это один из пунктов. То есть если от нас исходит предложение, только в таком виде. Чаще всего это работает. А было так, что клиент выделяет там деньги, скажем, на 5 дней и говорит, там на 2 остальных дня не хватало? Было. И сделайте что-нибудь. И вы делали? Было. Сейчас уже сильно нет. Мы прям стараемся в рамках оговоренного оставаться и не прогибаться очень сильно, потому что нам это трудозатратно. И сейчас, учитывая то, что если мы тут прогнемся еще и бесплатно, у нас будет страдать другой клиент, который нам платит, совсем не айс. Вот. Но были моменты, когда мы делали. Ты можешь выделить какие ключевые ошибки совершает бизнес, когда проводит BTL-акции? Именно BTL-акции? Да. Я могу выделить, наверное, в целом, когда запускают какую-либо рекламную кампанию, ключевые ошибки – это, самое главное, нет анализа, просто его в ноль нет, никакого. Просто все по наитию, потому что у меня там есть такой-то знакомый, он мне сделает это бесплатно. Тут есть такой-то знакомый, он мне сделает бесплатно. Отсюда вытекает второе, вот это бесплатно. Вот это тарабози, джурабози, вот этот пункт, когда, это человеческая натура. Когда что-то делается бесплатно, это не делается на должном уровне. Это не делается так качественно, потому что, условно, руководитель загрузил сотрудника, который не получит за это гонорар, который не получит, за это какие-то свои бонусы. Естественно, он это сделает на отвали, мягко говоря. И это главная ошибка. Не нужно пытаться так на этом экономить. То есть бесплатно это чаще всего не работает. Это ты говоришь в рамках вашей компании, а ты же Нет, я это имею в виду глобально. То есть, как пример, допустим, мы провели какой-то анализ, мы понимаем, что конкретно для этого клиента, учитывая его объемы, допустим, его аудиторию, на данный момент ТВ-реклама не приносит пользы. Но у него есть друг, который работает на ТВ, который может ему дать 90% скидку. И он говорит, нет, я буду размещать, потому что я могу. Не потому что мне это надо, не потому что я могу. Либо у него есть сотрудник, который говорит, да, я вам это сделаю за 3 рубля. В этом случае, во-первых, опять же, опираясь на голые цифры, на аналитику, которую мы проводили. Иногда это были настолько любимые клиенты, что мы говорили, давайте мы вам сделаем бесплатно мониторинг, анализ именно по ТВ. Мы можем, давайте сделаем. Просто чтобы проверить, и мы поймем, как это работает. 70% рекламы толком нормально не выходит, позиционирование не соблюдается, и никто ничего сказать не может. Почему?
Потому что бесплатно или очень дешево. И здесь, как бы вот здесь уже вы отследить вот этот момент того, что вот у меня была такая-то рекламная кампания, да, я там 3 месяца размещал рекламу на ТВ. Как ты размещал? Вот так, по-братски? Ну, как бы мы ее и не проверим. Вот в этом понимании, то есть не конкретно к нашим услугам. Когда мы беремся, если мы даже говорим, что мы вот это сделаем, мы взяли на себя обязательство это выполнить, мы его выполняем даже в минус бюджета, если мы как бы заявили о том, что мы это делаем. И по каким-то там форс-мажорным ситуациям произошло, что это получилось дороже, где-то что-то сломалось, где-то не успели доставить. То есть все это мы не приходим к клиенту с тем, что наш АК, вот так вот. Нет, мы не приходим, мы делаем это всегда за свой счет. Прям берете на себя полную ответственность. Да, мы прям берем на себя полную. Иногда это очень больно финансово, я скажу, очень больно. Но как показывает опыт, мы можем похвастаться тем, что... Что-то я слишком много хвастаюсь, ну ладно. Тем, что у нас большинство клиентов партнеров работают с нами от 3, от 5 лет, учитывая то, что Уфомедиа прям хорошо так села на рынок 6 лет. Вот считай, с момента прям 0, когда мы там начинали, прям совсем-совсем с маленьких страниц, там за 3 копейки СММ-страничек, вот с этого момента 6 лет прошло. В августе будет 6 лет. И, считай, через год мы уже получили лояльных клиентов, которые до сих пор с нами. Не 100%. Были случаи, обижались, уходили, были какие-то моменты, где мы упускали какие-то моменты, что не дорабатывали. Было. Но в целом большая часть клиентов с нами уже 4-5, почти 6 лет. То есть набрались опыта, да? Мы очень любим уходить, смотреть, как кто сделал, и выводить для себя, как делать не нужно. Ну вот как делать не нужно, давай поговорим об ивентах. У нас тоже был подкаст про это, и вы тоже занимаетесь ивентами. Ивенты между ритуалом или шоу, да? То есть большинство ивентов у нас в стране выглядит как баннер, диджей, фуршет. Почему это так выглядит? Раньше я думала, что это выглядит так, потому что так просит клиент. То есть клиент не хочет заморачиваться, есть привычное, к чему привыкли. Сейчас понимаю, что нет предложений, потому что со всеми предложениями, с которыми мы не так давно прям ивентами занимаемся, можно сказать 2 года, до этого были небольшие, потом мы немного отходили в другое направление. И в целом с какими-то неординарными предложениями или с какими-то интересными наполнениями, которые на первый взгляд кажутся, что ты что, с ума сошла, да, там, или как ребята мне говорят, когда я прихожу, делаем вот так. Ты что, курила? И это самые классные ивенты получаются. То есть после этой фразы это получаются самые классные ивенты, и есть на это спрос. Клиент готов на это тратиться, причем тратиться намного больше, чем на тот формат, который ты сейчас озвучил. И это потом дает свои результаты. Это получается хороший инфоповод, которым делятся, рассказывают, показывают везде. То есть клиент получает бесплатные огромные охваты, огромные просто. В целом я сейчас все-таки больше на той стороне, что нет предложения. А какое должно быть предложение? То есть наши ивенты, они очень сильно отличаются от международных? Или я не прав? Прав, 100%. Мы, наверное, еще учитывая по количеству аудитории у нас, по населению, не сильно можем потянуть тот уровень, который делает тот же Узбекистан. Допустим, у нас банально нет зала того размера, который есть в Узбекистане. Но мы больше про ивенты же для организаций, да, которые там презентации и так далее. То есть я больше здесь могу говорить, потому что таких больших масштабных ивентов мы особо не делали, только один, и то это был 3 года назад. Поэтому про это направление пока не буду говорить. Может быть, через годик, если я к тебе вернусь, может быть, скажу. Пока именно этот формат, где именно баннер, диджей, фуршет, я думаю, что бизнес не получает других предложений. Смотри, когда вы, например, в ивент внедряете, скажем, контент, там, сценарный какой-то каркас определенный, то есть мы больше делаем акцент на
какие-то интерактивы и все остальное. Как на это реагируют заказчики? Когда ты приходишь к заказчику с уверенностью, что у тебя вот есть вот такой классный концепт, который даст тебе вот это, вот это, вот это и вот это, и чаще всего, ну, я думаю, ты знаешь, мы когда озвучиваем охват предполагаемый, он всегда на 50% срезается, чем тот, в котором мы уверены. Вот, и ты приходишь, говоришь, что вот с вероятностью вот в такой-то процент у вас будет вот такой-то эффект, вот то-то. И берешь на себя ответственность как организатор, что вот это. У нас часто, знаешь, какой вопрос возникает? А вы сможете? То есть, когда мы приходим с какой-то там вау-идеей, он говорит, а вы сможете? Мы говорим, да. Иногда в душе не понимаем, как мы сможем. Мы говорим, да, мы прям уверены в этом. И на выходе? И на выходе это всегда получается прям отлично. Прям так, как было написано? Да. Я говорю, мы прям со стопроцентной уверенностью я это могу сказать. Я очень вредный руководитель, очень противный руководитель. И если мы сказали, что у нас будет 3 стойки серо-буро-малинового цвета, у нас будут 3 стойки серо-буро-малинового цвета, там, не знаю, в подвешенном состоянии и так далее. Мы с кожи вон лезем, чтобы, ну, прям это должно, я не знаю, что-то прям очень страшное произойти, чтобы мы либо не предложили альтернативу классную такую же, либо не вернули за это деньги, например. Но это бывает крайне редко. Чаще всего на моменте с альтернативой мы останавливаемся, и это тоже работает. А какие частые ошибки совершают ивенщики? Мне вот на ум приходит словосочетание такое, скажем, неорганизованность организатора. Не клиента, а именно подрядчика-организатора. Очень сильно у нас любят упускать мелочи. Вот там, я не знаю, даже вот банально, провода, переходящие через весь зал. Очень мало кто об этом думает, пытается убрать этот момент. Это мелочь, но это уже влияет на настроение того гостя, который споткнулся об эти провода, и у тебя там еще все оторвалось в этот момент, и экран выключился. А вот другие моменты... Окно Windows, да? На главном экране. Очень часто упускается момент проработки эмоций. То есть что? Ну, допустим, та же презентация, да? Что нужно нам от гостя? Нам нужно, чтобы у него сложились положительные эмоции. Вот начиная с момента, как он вошел, он должен себя чувствовать особенным. Он должен себя чувствовать в особой атмосфере. И когда ты через призму этого начинаешь думать про ивент, у тебя однозначно уже не получится баннер, диджей и фуршет, и который чаще всего весь заветренный, там вообще неудобно брать. Есть вот эти моменты не продумываются. Мы очень долго ходили на ивенты, очень долго наблюдали все эти моменты и стараемся прям вот до каждой мелочи. То есть если определенная тематика, значит у фуршета тоже должна быть эта тематика, тоже должны быть эти элементы. Сразу визуально, возможно, гость этого не заметит, но ему это запомнится, и на моменте, когда он будет прокручивать этот ивент, то что, слушай, а там даже тарелочки были там, как, не знаю, в виде губной помады, там, условно скажем, да, то есть вот эти все моменты, они складывают вот этот пазлик в голове и оставляют хорошие, приятные ассоциации с мероприятием. Ты считаешь, это важно? Я считаю, важно проработать прям каждую мелочь. Вот каждую мелочь я считаю важным проработать, то есть нету в мероприятии того вообще, что можно назвать мелочью. Вот можно потратить огромные деньги на свет, да, на оборудование, на звук и так далее, и просто не убрать провода. Я сейчас очень утрированно об этом говорю, но и все. Или там еще какие-то моменты, там, я не знаю, не продумать правильную посуду для фуршета, по которой человек вроде и есть хочет, и посмотреть хочет, а у него это не получается. То есть важно это продумывать. Важно продумать настолько, чтобы вот в момент, когда у тебя идет перформанс, люди не были заняты ничем. Они могли спокойно повернуть голову, насладиться, посмотреть, запомнить каждую деталь. У нас вот над вот этой связкой, то есть связкой блоков мероприятия, очень редко задумываются. А каким ты видишь будущее нашего ивент-рынка? В целом, вот именно рынок ивент-рынка, он растет. И
Люди, я думаю, что все-таки будут учиться на своих ошибках, учатся на своих ошибках. И есть мероприятия, которые очень качественно проходят. Я думаю, что они будут учить и коллег других делать хотя бы на уровне, но не хуже. Тут человеческий фактор того, что чем я хуже, почему я так не могу, я думаю, что он сработает. Но я в целом очень позитивно к этому всему отношусь, честное слово. Я очень люблю родину свою, у меня нет вообще желания куда-либо уезжать или что, я не знаю, хотя мне очень часто этот вопрос задают. И я прям сильно верю в то, что все будет расти. Все будет расти, все будет улучшаться. Рано или поздно и бизнес будет привыкать к тому, что правильно тратится. Не сливает бюджет, а правильно тратится. И коллеги, ивентчики, маркетологи тоже будут стараться делать не что-то с целью заработать, главное, а с целью заработать, но и оставить свой след. Мухаббат, давай поговорим про продажи. Да, ты самая любимая. Сам профессионал в продажах, да? Какие услуги вы продаете вообще? На данный момент мы, кроме производства именно направления полиграфии, продаем практически полный цикл маркетинговых услуг. То есть это производство аудио, видеопродукции, это диджитал направление в целом, это ивенты с недавних пор, аналитика. Но с аналитикой это у нас новое направление, и мы на данный момент делаем анализ только в рамках наших услуг, в рамках той стратегии, которую мы можем реализовать, которую мы предлагаем. Но над этим мы тоже работаем, мы очень хотим расширять именно направление именно аналитики, чтобы это был прям уже полного цикла, то так. У нас очень многие агентства называются агентством полного цикла. Я до сих пор не могу это прям с уверенностью произнести, потому что тут есть чуть-чуть то, что мы не делаем, там есть чуть-чуть то, что мы не делаем. Но в целом так. Как легче продавать по знакомству? Нет. Мне вообще не легче продавать по знакомству. Ты не понаслышке знаешь, да, именно в продажах, не соврать бы, сейчас у меня 12 или 13 лет опыта. Это еще с момента, когда я была менеджером по рекламе и так далее. Конкретно мне легче продавать тогда, когда я знаю клиента, партнера, да, я знаю его необходимость. То есть если я для себя сделала анализ, и я понимаю, что ему эта или эта услуга принесет пользу, я 100% ее продам. 99,9. Если там вдруг все так знали бы, конечно, это было бы могут просто звезды не сойтись и так далее, но мы стараемся, мы потом становимся друзьями с партнерами, что можем там, не знаю, посидеть, кофе попить, пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, причем с семейными праздниками иногда. Но мне легче продавать, когда я знаю продукт. Что легче продать? Простую услугу или сильную идею? Сильную идею. И что чаще покупают? Идею. Не, я имею в виду из ваших продуктов. Из наших продуктов чаще не могу выделить. Почему? Я ранее говорила, еще раз скажу, что у нас очень узкий пакет партнеров. Это прям на пальцах пересчитать. И мы продаем комплекс. Мы отказываемся уже последние 2 года, если не ошибусь, последний год прям категорически продавать только SMM, например, когда приходит такой запрос. Мы можем продавать только SMM на один бренд, тогда, когда мы с этим клиентом работаем масштабно по другим брендам, и ему не хочется еще одно агентство добавлять. В этом случае мы идем навстречу. А в целом, когда к нам просто приходит с запросом, что давайте начнем там со страницы, если мы не видим перспективу, мы отказываемся. И мы продаем комплексом. Мы продаем именно под либо определенную рекламную кампанию, целиком под ключ, либо под определенную промо-акцию, тоже целиком под ключ. То есть больше в таком направлении стараемся работать. Единично мы продаем только коммерческие видеоролики, потому что там не навяжешь, не то чтобы не навяжешь, а именно как раз будет выглядеть, как будто мы навязываем другие услуги, когда клиент пришел с конкретным запросом, у него есть расписанная его рекламная стратегия, ему просто нужен видеоролик хороший, и
Тут, да, вот это вот единично мы продаем. А у нас в Таджикистане есть вообще рынок отечественных брендов продуктов? Да, есть рынок отечественных брендов, и причем некоторые из них вообще классные. Некоторые из них я активно покупаю, отвожу в качестве подарка и так Вот вы далее. проводите анализ, они могут вообще конкурировать с зарубежными? Да, у нас есть партнер, который производит тут продукцию, которая, ну, там были и лабораторная аналитика, и анализы по продажам, где он прям очень сильно не уступает турецким брендам. Даже где-то в определенных регионах стоит выше по продажам. И это прям, это у меня такая гордость за это, честное слово. Я вообще очень, очень люблю, когда есть продукты, которые, допустим, мы не работаем с этим брендом, мы его не рекламируем, но как в качестве гостинца я всегда забираю, везу, куда бы я ни ездила, в какую точку мира, я всегда везу вот именно этот продукт в качестве подарка. Вы сами когда-нибудь придумывали для клиента, скажем, продукт, ну, я имею в виду бренд, смысл, историю, либо подход для, скажем, упаковки бренда? Продумывали к готовому уже продуманному продукту с составом, продумывали упаковки, продумывали дизайн. Там вот нужно было передать связку того, что это именно отечественный продукт, это именно отечественные фрукты, отечественное производство в целом, и вот эту связку с таджикским менталитетом, но тем не менее, чтобы это было красиво, прорабатывали. Но не часто у нас такие запросы приходят, потому что в основном бизнес хочет уходить именно в этом направлении, больше доверяет зарубежным специалистам. Почему? У нас нету, ну, то есть брендинговые агентства не могут достаточно хорошую сделать упаковку или бренд полного цикла. Может, и могут. Не, я потому что видел очень много упаковок наших ребят, которые делали, разрабатывали здесь. Есть, но я не видел, что прям так плодотворно именно это позиционирование у нас на рынке прям как продукт брендинговое агентство представлял. То есть могут Нету. сделать, но особо так этим никто мало занимается. Ну, ко мне приходил клиент однажды, не клиент, а какой-то залетный, говорит, сделай мне упаковку там сметаны. Я говорю, ну это как бы надо сесть, обдумать, провести брейншторм, там, дизайн, там, подобрать шрифты и все остальное. И говорю, это будет очень дорого стоить. Он говорит, не, говорит, типа, мада, я полностью смакан там. Вот. В силу, ну, немного так получилось, что я, получаюсь, в курсе того, что, ну, как работает именно производство упаковок, крышек, этикеток и так далее, в силу нашей работы. Наши дизайнеры очень плохо знакомы с форматом работы именно техники, которая производит ту или иную упаковку. И очень много моментов они делают дизайн, ну, возможно, интересный, возможно, там, ну, какой-то, на их взгляд, классный, на уровне вот визуала. То есть не на уровне того, что дальнейшая работа с ним будет идти. Для этого, я думаю, что, ну, может, ошибаюсь, но я не вижу специалистов, которые вот проходили обучение именно в этом направлении. Когда мы вот готовили упаковки, нейминг для продукта, вот когда мы сталкивались с этим, получилось, что в итоге у нас не получилось удаленно наладить этот момент, и наш специалист поехал за счет клиента, поехал на завод, на производство, и там сидел и это все подправлял, и, можно сказать, с нуля это все собирал в других цветах, чтобы итоговое было правильно, как у нас на дизайне. Это было еще почти месяц работы на заводе со специалистами завода. А вы знали, сколько стоит это? Сколько стоит? Ну вот вы шли на этот, скажем, на эту работу, и вы уже предполагали, сколько это бы стоило, скажем, на рынке? Те услуги, которые вы
Вот именно за эту услугу мы, учитывая, сколько это стоит, и потом сколько платили за рубеж, сейчас, я знаю, мы взяли прям копейки. Мы реально взяли копейки, можно сказать, просто подарили это. Но на тот момент, так как мы были довольно молодое агентство, для нас это был прям большой бюджет казался, но на самом деле это были прям копейки. Вы прям почувствовали, что продали слишком дешево. Но это почувствовала уже я, уже через пару лет, когда больше было опыта, когда я уже начала сталкиваться с процессом вот именно разработки упаковок. Пока я думаю, что вот если человек, если бренд агентства, да, агентство по брендингу не вложится в своего специалиста, чтобы он поехал именно конкретно в работе с заводами по производству упаковок, а не прошел какое-то повышение квалификации, обучение, мы так и будем стоять, и упаковки так и будут заказываться за рубежом. Потому что, может быть, мы и научимся рисовать красиво, но рисовать правильно не факт. Окей, перейдем к Блицу. Вы участвовали в тендере, где знали победителя заранее? Да. Вы делали фейковый отчет для клиента, потому что иначе он его не поймет? Да. Вы говорили, это креатив, хотя знали, что это просто был срочный рерайт из Pinterest? Нет. Вы жалеете о каком-то крупном проекте? Жалею о том, что он был, или о том, что не было? Был или не был, без разницы. Не жалею, что не было. Жалею, что мы не смогли взять проект. Почему? Я потом увидела реализацию и плакала. У вас были конфликты с клиентами, после которых вы бы предпочли вообще не работать в рекламе? Да! Да! Что за конфликт? Нет, не буду рассказывать. Вы когда-нибудь делали кампанию ради имиджа, а не ради денег? Да. Вы правда верите, что в Таджикистане может вырасти сильный, смелый, наглый маркетинг? Или мы всегда будем догоняющими? Я на это надеюсь. И главный вопрос. С кем ты себя ассоциируешь? С каким персонажем? Я бы хотела себя ассоциировать с, скажем, Мирандой Присли. Чтобы я также заходила, и все вот разошлись по углам, быстро сделали работу, но нифига. Ассоциирую, наверное, я думала об этом вопросе с Ларой Крофт. Не в понимании красотки Анджелины Джоли, а именно героини. Мы очень часто, так же, как и она, идем в омут с головой, когда нам интересен проект. И мы очень часто ставим себе суперсложные задачи, и нам это интересно, это какой-то, не знаю, спортивный интерес или что, когда все гладенько проходит, как-то нет, нам хочется больше адреналина, больше вот какого-то драйва, и мы очень любим, причем это не только я, это вся моя команда. Мы очень любим ставить себе высокие планки и достигать их. Спасибо, Мухаббат, что пришла. Спасибо. Рада тебя видеть. Я тоже очень рада видеть, и в целом, я думаю, что ты знаешь, я человек, который больше любит находиться в тени, не любит вообще какие-то публичные выступления. Даже здесь я жутко нервничала в начале, кстати, потом это прошло, прям очень лайтовая беседа. И этот год, очень много со стороны близких, кто мне говорит, тебе нужно уже над личным брендом работать, нужно выходить, нужно рассказывать, кто есть ты, а не только профомедиа. И в этом году я поставила себе цель вот этот вот свой страх, вот этот свой нервоз, нелюбовь в публичности перебороть. И буквально через несколько дней ты пригласил. И я думаю, что это вот прям очень хороший знак. Большое спасибо. Успехов вам. Спасибо. Персонажи